Здравствуйте, в эфире «Итоги недели», в студии Анастасия Чубаева. Сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Реальные сроки за поддельные справки. Полицейские поймали продавцов сертификатов вакцинации, ПЦР-тестов, среди них медики. В ходе обыска было изъято около 40 поддельных справок о проведенных ПЦР-тестах. Больницы, заполненные в регионе, заявили о строительстве новых госпиталей. Ограничения и выходная неделя. В республике пытаются сдержать рост заболевших. Главам регионов предоставлено право при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября. Протаранил авто ДПС и обвинил инспекторов в краже. Пьяный водитель пошел на все, чтобы уйти от наказания. Это буду проходить медосвидетельствование. Нет, я буду проходить. Трое погибших, двое в больнице. Смертельная авария произошла в Туймазинском районе. Не дадут упасть. Основание под памятником Салавату Юлаева деформировано. Статуя уже наклонилась вперед. Специалисты взялись за спасение. Много лет он простоял в таком состоянии. В 2020 году он неожиданно немножечко ушел вперед. Для работы эксперты создали 3D-копию с натуры. Не только снаружи, но и изнутри. Обратите внимание на детализацию. Да? Все швы, все элементы. Да, по всех этих нюансах все закреплено. Перепись 2021 без бланков, но с планшетами. Переписчики ходят по домам и к тем, у кого этого дома нет. В связи с коронавирусом у всех ворота закрыты. Не можем достучаться, зайти. Как, а главное, зачем составляет коллективный портрет страны? У нас официально нет количества многодетных, именно более свежих. ДТП в Туймазинском районе унесло жизни 3 человек. Еще 2 пострадали. Авария произошла рядом с селом Кандры. Столкнулись ВАЗ 12 модели и КАМАЗ. В легковушке погибли 3 женщины: 33, 55 и 58 лет. Сам 35-летний водитель и его сожительница получили тяжелые травмы. Все жители села Языково Благоварского района. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и спасатели. Мужчина, который был за рулем большегруза, говорит, что не успел затормозить, когда перед ним повернул налево попутный автомобиль. Подробности уточняются. Крупный пожар произошел на ферме в Куюргазинском районе. ЧП случилось в деревне Маломусино. Сообщение о возгорании поступило около 2 часов ночи. Огонь заметили соседи. На место были направлены силы МЧС России, добровольная пожарная команда и другие экстренные службы. В результате позднего сообщения по прибытию пожарных подразделений огонь уже охватил всю кровлю здания фермы. По информации экстренных служб, внутри находились 2 охранника. К счастью, никто из них не пострадал. Как и животные, около 60 коров и баранов успели эвакуировать. Причины и обстоятельства возгорания сейчас устанавливаются. На этой неделе Владимир Путин утвердил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. С особой серьезностью отнестись к самоизоляции глава государства попросил в ходе совещания с правительством страны. Между тем, жители Башкортостана теперь обязаны по требованию должностных лиц предъявлять не только сертификат, справку или отрицательный результат ПЦР-теста, но и документ, удостоверяющий личность. Как новые ковид-ограничения повлияли на жизнь уфимцев, расскажет Айгуль Хатыпова. Сертификаты о вакцинации, паспорта, пожалуйста. Документы, которые теперь в прямом смысле открывают все двери. В междугородний автобус, в театр, в салоны красоты, фитнес-центры, рестораны или кафе. То, о чем говорили и предупреждали уже давно. 3-й этап антиковидных ограничений начал действовать на этой неделе. Мы не пускаем, мы всегда следим за людьми, чтобы обязательно маски, что были, что у пассажиров, что у наших сотрудников. В связи с данными ограничениями, так как будем говорить, что основная масса людей, то может какая-то часть людей не была вакцинирована, то есть пассажиропоток у нас упал где-то на 60%. Если нет сертификата, справка с отрицательным ПЦР. Вот только принимать такую бумагу будут лишь до 27 октября. Следить за соблюдением новых правил планируют с помощью ежедневных рейдов. В районе Кировском организовано около 20 патрульных групп, которые мониторят ситуацию на районе, проверяют данные предприятия, замечания, которые находят во время патрулирования, передаются Министерства торговли. Чтобы снизить количество заболевших, дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими по всей стране. Соответствующее предложение правительства поддержал глава государства. При этом в эти дни заработная плата должна сохраняться, подчеркнул Владимир Путин. Свою работу в эти дни приостановят и федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев. Президент призвал глав регионов не подделывать статистику по заражению и наращивать темпы вакцинации от COVID-19. Ежедневно коронавирус забирает жизни свыше
тысячи россиян. Вместе с тем понятно, что в каждом субъекте федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право, мы об этом с самого начала договорились, когда начали бороться только с эпидемией, при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября. Из-за ковид-ограничений несут убытки индивидуальные предприниматели. В связи с введением в стране нерабочих дней правительство предложило запустить выплаты пострадавшим отраслям малого и среднего бизнеса. Предприниматели получат по одному МРОТ на каждого работника. Подать заявление можно будет с 1 ноября в ФНС через личный кабинет на налог.ру. Малый бизнес из наиболее пострадавших отраслей может получить льготное финансирование, именно заемное финансирование, льготный кредит под 3% годовых на восстановление своей деятельности. По сути, это пролонгация программы, которая действовала в прошлом году, в так называемый ФОД 2.0. Только процентная ставка пересчитывается в размере 3% годовых. Для непривитых пожилых граждан теперь действует режим обязательной самоизоляции. Посещать магазины, аптеки, медучреждения, банки и салоны связи они могут с 11 утра до часу дня. На помощь пенсионерам пришли волонтеры. Мы выбираем картошку, чтобы, во-первых, она была хорошая, это точно, и чтобы не переплачивали за упаковку, то есть, в принципе, дешевле, когда ты покупаешь картошку на развес. Доставка продуктов, лекарств, оплата коммунальных услуг и поход к врачу. Добровольцы готовы помочь во всем. Услуга бесплатная. Телефон волонтеров вы видите сейчас на своих экранах. Получить следующую помощь. Доставка людей на вакцинацию непосредственно в поликлинику или медицинское учреждение. И доставку продуктовых наборов для граждан, которые сейчас болеют ковидом и находятся в сложной жизненной ситуации. Для этого необходимо позвонить по нашему телефону, который указан. График работы нашего колл-центра с 9 до 6 каждый день, кроме субботы и воскресенья. На фоне новых антиковидных ограничений заметно вырос спрос на липовые справки о вакцинации. В Нефтекамске терапевт местной больницы подозревается в получении взятки за фальшивую информацию о получении прививки. По версии следствия, медработник вносила в информационную систему ложные сведения о прохождении иммунизации. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. И это не единственный случай. Например, в городе Октябрьском фигурантом уголовного дела стал 50-летний местный житель. У него в ходе обыска было изъято около 40 поддельных справок о проведенных ПЦР-тестах. В настоящее время уголовное дело, в котором несколько десятков эпизодов, направлено для рассмотрения в суд. Заключая сделку, закон нарушают и продавец, и покупатель. На них заведут уголовное дело. Для тех, кто продает поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы и до 1 года за покупку и использование липовых справок. Если же по вине покупателя заразятся большое количество людей, то наказание будет строже до 2 лет лишения свободы. Если же умрет хотя бы один человек по его вине, по его неосторожности, то максимальное наказание здесь до 7 лет лишения свободы. Идти на такие ограничения заставляет ситуация с распространением коронавируса. Все меньше свободных мест в реанимации. У медиков запредельная нагрузка. Власти приняли решение о строительстве еще 2 инфекционных госпиталей в городе Октябрьский и в Сибае. Айгуль Хатыпова, Азамат Мухамедшин, Булат Закирьянов. Итоги недели. Больше половины населения Башкортостана прошли вакцинацию от коронавируса. Прививку сделали почти 1 300 000 человек. Специалисты призывают обезопасить себя. Это позволит не заразиться или легче перенести коронавирус. Болезнь пока не отступает. За сутки жертвами COVID-19 в республике стали 36 жителей. Таким образом, с начала пандемии умерли уже 2375 человек. Большинство старше 60 лет. Тем временем, по данным регионального Минздрава, зарегистрировано 668 новых случаев заражения. В стационарах проходит лечение больше 1000 пациентов в тяжелом состоянии. 74 из них 8 на ИВЛ. Продолжается всероссийская перепись населения. Подсчитали, что в среднем уходит 15 минут, чтобы ответить на вопросы переписчика. Впервые в истории страны перепись проходит в цифровом формате. Принять в ней участие можно и самостоятельно на сайте госуслуг, переписных участках или отделениях МФЦ. Для чего нужен коллективный портрет страны, узнал наш корреспондент Азат Садриев. Рабочий день переписчиков начинается в 8 утра. Для Эльмиры Мухамедзяновой это уже 3-я всероссийская перепись населения, включая одну сельскохозяйственную. Поэтому принцип действия ей понятен. Хотя обучение пройти все же пришлось. Впервые в истории коллективный портрет страны составляется в электронном формате, никаких бумажных бланков. В сумке у меня находится планшет, основной у меня инструмент рабочий.
Потом список помещений предварительный со списком проживающих. Узнать переписчика можно издалека по синим накидкам, шарфам и портфелям. У каждого именной бейдж, который действителен при предъявлении паспорта. А вот респондентам показывать документы не нужно. Все ответы вбиваются в планшет только с их слов. С какого года вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте? Армия, Лара, Кремейла. Но ждать переписчиков на Дону могут не все. У агрария Салавата Галиуллина сейчас горячая пора. Вот и забежал на стационарный переписной пункт самостоятельно. Также принять участие в переписи населения можно на портале госуслуги или в отделениях МФЦ. Фермер я постоянно или в разъездах, или на поле. Сезон такой, свеклу начинаю. Выбирайте. Главная цель всероссийской переписи – не посчитать количество людей. Для этого есть базы данных полиции, налоговой и ЗАГСа. Важнее сделать срез общества, посмотреть, кто и как живет в современной республике. После переписи 2010 года федеральные власти ввели материнский капитал. Для новых программ поддержки населения нужны актуальные данные. Мы пользуемся до сих пор данными переписи 2010 года, например, по многодетным. То есть у нас официально нет количества многодетных, именно более свежих. Помимо пола, возраста, семейного положения, также нужно будет ответить на вопросы о трудоустройстве и впервые, как долго добираетесь до вашей работы. Это позволит в масштабах страны оценить потоки трудовой миграции. Перепись также важна не только с социально-экономической, демографической, но и с этнической точки зрения. Россия страна многонациональная, мы этим гордимся, что мы в дружбе, много народов живет. И, конечно, нам надо понимать, как сегодня чувствуют себя народы России. Перепишут в том числе и людей без определенного места жительства. Их будут искать по чердакам, подвалам, садовым участкам и теплотрассам. Свежие данные по количеству бездомных, безработных, многодетных или, напротив, бездетных семей позволят скорректировать социальные программы в регионе. Дату. 1920 год. Число и месяц. 20 января. Мария Федоровна живет в деревне Рухтино Дуванского района с 1939 года. Переехала в 19 лет, как вышла замуж. Опросили долгожительницу дома, но переписчики ходят и по социальным учреждениям. Важно охватить каждого жителя страны. Ольга Филиппова работает в детском саду и не ожидала, что профессиональные навыки пригодятся в этом деле. Мы находим подход, так как работаем с детьми. Принцип работы с пожилыми тоже такой же. Когда бывают сложности, нам помогают социальные работники этого учреждения. И, в общем-то, успеваем сделать свою работу. Повышение жизненного уровня населения и демография. Вот эти два вопроса в данный момент являются самыми важными. А для решения этих задач надо нам знать, чем мы располагаем, и дальше как планировать экономику. Особенно надо говорить цифровую экономику. Но не у всех переписчиков работа проходит гладко. На этот случай их обучили не вступать в конфликты, а они бывают на разной почве. Основная – пандемия коронавируса. И хотя специалисты, у которых нет медотвода, привились от инфекции, рады им не везде. В связи с коронавирусом у всех ворота закрыты. Не можем достучаться, зайти. Кроме этого, есть везде собаки, которые без хозяева гуляют на улице. Как-то приходится обходить эту ситуацию. Еще один важный нюанс текущей переписи. Перепишут умерших после 1 октября как живых и не учтут родившихся после 1 октября 2021 года. Именно к этой дате привязан сбор всех характеристик, включая численность населения. Предварительный коллективный портрет страны станет виден в январе следующего года. Окончательные итоги подведут в конце 2022. Кстати, мало кто знает, что символом этой переписи стал цыпленок Випин, который олицетворяет скорость и легкость первой всероссийской цифровой переписи населения. По численности населения Башкортостан занимает 7-е место в России и 1-е в Приволжском федеральном округе. До 14 ноября переписчики должны будут обойти порядка 1 миллиона 900 тысяч жилых помещений. Полученные за это время данные позволят в будущем скорректировать экономику страны и улучшить социальные программы. Азат Садреев, Ильнур Юмагулов, Артур Ханов и Вадим Исламов. Итоги недели.
Бесплатный газ до границ участков для более чем 176 тысяч домовладельцев. Программа социальной дегазификации, инициированная президентом страны в Башкортостане, охватит 2600 населенных пунктов. На неделе состоялся торжественный пуск голубого топлива в деревню Даутово Абзелиловского района, с которой, кстати, и началась реализация широкомасштабного проекта в нашей республике. Подробности в репортаже Руслана Батыргареева. Обеспечить свой дом теплом не успевал закончиться один отопительный сезон, а Кульмухаметовы думали уже о следующем. И так каждый год. Подготовка дров отнимала много сил, времени и денежных средств. А когда отец семейства уезжал в командировке, проблема отопления полностью ложилась на хрупкие плечи Гульнары. Ой, сейчас уже вспоминать не хочется. Когда муж уезжал, дровами занималась я сама, топила печку до ночи, рано вставала утром, дети маленькие, чтобы холодно не было дома. Кульмухаметовы стали одними из первых в селе, кто подал заявку на проведение голубого топлива по программе дегазификации. Сделали они это в августе, а уже сегодня принимают участие в торжественной церемонии зажжения газовой горелки. Внутрипоселковые сети были построены за рекордные 2 месяца. Все дело в том, что поручение провести газификацию деревни Даутово дал лично президент страны. Сегодня приятное событие. Мы подаем газ в деревне Даутово. Это 16 километров магистрали, это 200 домов получат газ. Но самое главное, я хотел сказать, что это было все сделано по поручению нашего президента. И мы признательны нашему президенту за это поручение, но самое главное за поручение, которое сейчас мы реализуем, и называется программа догазификации. Вопрос обеспеченности сетями газоснабжения был поднят в ходе рабочей встречи Владимира Путина с Радием Хабировым, приуроченной к открытию завода «Цемикс» в Абзелиловском районе. Она состоялась 6 августа этого года. Тогда к президенту России обратилась одна из местных жительниц с вопросом о реализации закона о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи межпоселковых газопроводов. Эта просьба в итоге легла в основу всероссийской широкомасштабной программы дегазификации. Что касается нашей республики, к сетям по ускоренному механизму планируется подключить 176 тысяч домовладений. То есть задача бесплатно за счет «Газпрома» подвести трубу газовую до земельного участка, до границы земельного участка, до домовладения. Потому что очень часто это довольно большое расстояние, и, соответственно, это стоило денег, и люди в условиях, когда по деревне проходит труба с газом, не могли к себе присоединить. Поэтому президент такое поручение дал. И сформирована программа догазификации. Мы эту программу тоже сформировали. Значит, сумма большая, порядка 17 миллиардов рублей денег пойдет на решение этой проблемы. Все заявки, которые исходили от главы республики, приняты Алексеем Борисовичем Миллером и оформлены вот в эту большую, амбициознейшую 5-летнюю программу. Это вопрос газоснабжения новых деревень, поселков, городов, новых объектов в республике Башкирия, в республике Башкортостан. Это программа развития систем газоснабжения, про что сказал Ради Фаридович. А вторая программа – это программа догазификации. Новая программа подразумевает бесплатное проведение газа до границ участка, но отдельная категория граждан нашей республики могут получить еще и финансовую поддержку в виде сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов. Такой помощью, кстати, воспользовались и Кульмухаметовы, имеющие статус многодетной семьи. На 100 тысяч сертификата было все, включая АГВ, счетчики, датчики, эти, и счетчик газа полностью, и в кухне варочная плита, духовку, они все входят на сертификат. И тоже монтаж туда же. Все так-то, спасибо, конечно, это много радует. Реализация проекта дегазификации в деревне Даутово Абзелиловского района позволяет подключить к голубому топливу 221 домовладение. До границ участков, на которых они расположены, уже построены вводы. Заявки на подключение продолжают поступать. Теперь, чтобы жизнь на селе стала еще комфортнее, необходимо привести в порядок дороги в деревне. Этот вопрос обсудили уже во время общения местных жителей с главой республики. Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Равиль Рахимзянов и Виктор Демидов. Итоги недели. Абзелиловский район. Более сотни нетрезвых водителей, столько любителей погонять за рулем под шофе задержали инспекторы ГИБДД за пятницу и субботу. Порой нарушителей полицейским приходилось догонять, рискуя собственной жизнью. Пьяные водители во время погони готовы идти напролом, тараня патрульные машины. Тем не менее, уйти от правосудия им не удается. Подробности в репортаже Эмиля Басареева.
Пьяный шофер, пытаясь скрыться, врезается в служебный автомобиль. Сотрудникам ГИБДД удается удержать машину на дороге. Подозрительный Митсубиси инспекторы заметили в селе Училы. Но требование остановиться водитель проигнорировал и надавил на газ. Однако далеко уйти нарушителю не удалось. В патрульной машине 34-летний мужчина начал отказываться от медосвидетельствования. Это буду проходить медосвидетельствование. Нет, я буду проходить. Нет. Я буду проходить медосвидетельствование в больнице. Пожалуйста. Это ваше право. Вы отказываетесь? Я сказал. Но в итоге лихач все-таки собрался с духом. Алкотестер показал алкоголь более 1 миллиграмм на литр. Но самое интересное началось после теста. Мужчина начал обвинять сотрудников в краже телефона, а потом и вовсе заявил, что он ветеран МВД. Пьяным за рулем этого водителя ловят уже во 2-й раз. Теперь ему грозит уголовное наказание. Дуйте, 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 дуйте. А это кадры из Федоровского района. На медосвидетельствование доставили 60-летнего тракториста, от которого исходил резкий запах алкоголя. Итог 0,18 миллиграмм на литр показал алкотестер. Возрастной водитель только на мопеде попался под шофе в Балтачевском районе. Направлялся, рассказывает, в магазин. От прохождения освидетельствования отказался, но то, что пил пиво, не отрицает. В Баймакском районе гонщик остановился лишь после того, как инспекторы ГИБДД прижали его автомобиль к обочине. Водитель удирал от полицейских неспроста, был пьян. В отношении нарушителя составили 4 протокола, в том числе и за отсутствие страховки. Документы ваши, пожалуйста. Сегодня в 5:30 утра в Тадышлинском районе внимание госавтоинспекторов привлек автомобиль Kia. Нетрезвый водитель вез пассажиров. Они всячески мешали оперативной видеосъемке, закрывая обзор камеры. Сам шофер отказывался садиться в патрульную машину, а после и вовсе решил, что является фокусником. Он вырвал из рук инспектора свое водительское удостоверение и тут же заявил, что документ остался у сотрудника ГИБДД. Водительское удостоверение, пожалуйста. Я же вам дал. У вас срок как было? Вот только что отобрали. Я на камеру снимаю. За пятницу и субботу госавтоинспекторы республики зафиксировали порядка 4,5 тысяч нарушений. Более 100 водителей оказались пьяны. Среди них было и немало тех, кто сел за руль нетрезвым повторно, будучи лишенным прав. Сегодня сотрудники ГИБДД продолжат профилактические рейды. Эмиль Басареев, Марсель Бекташев. Итоги недели. Сбросили с 9-го этажа. Чудовищное убийство произошло в Салавате. В соцсетях появились фотографии, на которых под окнами многоквартирного дома лежит щенок. На ухе у него бирка. То есть 4-лапый малыш не представлял опасности. Следом за этими снимками выложены кадры с камеры наблюдения. Якобы это и есть те люди, если их можно так назвать, которые скинули щенка с высоты. Местные жители просят правоохранителей наказать виновных. 3D-копию памятника Салавату Юлаеву создали в Уфе. Трехмерная композиция в электронном формате поможет в проведении реставрации. Соответствие до 2 мм. Съемки велись с 20 точек. Планируется, что восстановление скульптуры начнется в мае следующего года. Что делается уже сейчас и в каком состоянии находится памятник, узнала Екатерина Тимиряева. Вес 40 тонн, возраст 54 года и ни одного капитального ремонта за это время. Об аварийном состоянии памятника Салавату Юлаеву в Уфе говорят многочисленные внешние повреждения. Коррозия от удара молнии в голову коня, трещины, отсутствующие болты. И если устранить их можно, залив латунью изнутри или заменить детали, то все равно главная проблема решена не будет. Деформировалось основание под статуей. Она может рухнуть. Памятник наклонился вперед на 7 сантиметров. Ситуация такая. Смотрите. Памятник стоит ровно, стоит хорошо, много лет он простоял в таком состоянии. В 2020 году он неожиданно немножечко ушел вперед. Отметки изменились. Почему? Потому что, видимо, фундамент просел. Это уже кадры любительской съемки изнутри. В районе шеи коня и самой скульптуры большие расщелины, через которые видно реку Белую. Сюда залетают птицы и вьют гнезда. Пернатые попали в кадр и при проведении 3D-съемки. Вопрос стоит в том, чтобы проследить за тем, чтобы была качественно выполнена работа. Трехмерная копия памятника Салавату Юлаеву облегчит реставрацию. Цифровой вариант точен до 2 мм. Съемка велась как минимум с 20 точек. Все проблемные места четко высвечены. Сделал лазерсканированием все прилегающие территории, как раз здесь наглядно видно. Не только самого памятника, а всего окружения, с привязкой всего благоустройства, да, то есть мы можем увидеть такой части. После того, как реконструкция будет проведена, и в процессе работы это будет исходным данным. Памятник Салавату Юлаеву – это визитная карточка и Уфы, и Башкортостана. Национальное достояние входит в число 7 чудес республики. Изображение также используется на гербе.
Салават Юлаев – национальный герой с душой поэта и храбростью воина. В нем башкирский народ видит свою внутреннюю силу. Так считает известный российский скульптор Салават Щербаков. Он говорит, что при реконструкции важно исключить опасности с технической точки зрения, а также соблюсти сроки выполнения работ. Это не должно быть долго, должно быть максимально продуман срок этого действия. И, конечно, сейчас, я думаю, все башкиры, все уфимцы, руководство очень серьезно к этому относятся. И я могу сказать, что, конечно, есть проблемы в такой реставрации, но они абсолютно преодолимые, потому что памятник отлит из капитального материала, из чугуна. Реставрацию планируют начать в мае следующего года. По предварительным данным, она продлится около 9 месяцев, всего в 10 метрах от привычного расположения скульптуры. Качество работ будут контролировать Общественный совет, его состав утвердят до 15 ноября, а также любой желающий с помощью онлайн-камер. Екатерина Тимиряева, Айнур Кабиров, Булат Садриев. Итоги недели. А теперь о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой. Было ваше, стало наше. В Уфе пожилая пара рискует остаться без крыши над головой. Спустя 20 лет после покупки на пороге квартиры объявился бывший собственник и требует вернуть квадратные метры. Мужчина заявил, что якобы доверенности на операции жильем не подписывал и переоформили квартиру на других людей без его ведома. Фактически по документам он оказался действующим владельцем. По словам юриста, во всем виновны неполадки в работе Росреестра. В 2017 году в программе произошел сбой, и все данные о покупке квартиры пропали. Действующими хозяевами снова стали предыдущие владельцы. В ведомстве от комментариев отказались. Сейчас супруги Михайловы пытаются вернуть себе квартиру через суд. В Башкортостане из-за опасной болезни у жителей изымают и уничтожают домашнюю птицу. Несколько очагов птичьего гриппа были обнаружены в Туймазинском районе. Людей экстренно прививают от гриппа, а их жилища обрабатывают специальным раствором. Дезинсекторы действуют в 4 населенных пунктах. На данный момент уничтожено более 6 тысяч голов, в основном это гуси и индейки. Профилактические мероприятия проводят в Бишкураевском и Николаевском сельсоветах Туймазинского района. В Уфе из-за коронавируса скончался экс-депутат Госдумы от Башкортостана Иршат Фахридинов. Врачи более месяца боролись за его жизнь. Фахридинов умер в возрасте 56 лет. Он был депутатом Госдумы 5 и 6 созывов, воевал в Афганистане и Чечне. Свои соболезнования родственникам умершего выразил и глава Башкортостана Ради Хабиров, который приехал проводить товарища в последний путь. Официальная траурная церемония состоялась в здании Государственного собрания республики. Похоронили Иршата Фахридинова в родной деревне Сайраново Ишимбайского района. В Уфе начали испытания нового моста через реку Белую. Обследование будет проводиться в течение 4 дней. Сооружение проверяют с помощью 12 груженных самосвалов по 35 тонн каждый. Они останавливаются в серединах 5 и 6 пролетов. Нагрузка составляет 420 тонн. Также проводят динамические испытания во время движения грузовиков. Специалисты будут регистрировать колебания балок пролетного строения. Поправил здоровье, чтобы попасть в армию. 22-летний Булат Шаяхметов из Альшеевского района сделал себе лазерную коррекцию зрения. И все ради осуществления мечты. После демобилизации молодой человек планирует продолжить службу, но уже в органах внутренних дел. И год в армии для него осознанный выбор. Парень хочет пойти по стопам отца, который является подполковником полиции. Что будет с дольщиками жилого комплекса «Московский», когда заселятся в ЖК «Лимонарий»? Судьбу людей, которые заплатили свои деньги, пока что за воздух обсуждали в Уфе. Так в Башкортостане сейчас насчитывается 116 долгостроев. С проблемой планируют разобраться в ближайшие годы. Подробности у Лилии Курбановой. Объект уже достроен, но до сих пор его не вводят в эксплуатацию. Вместо комфорта в квартире жизнь на садовом участке, еще и с маленьким ребенком. Хуснудиновы, говорят, вынуждены были поселиться на даче. Жилье, за которое продолжают платить ипотеку, пока для семьи как музейная ценность. Мы вынуждены проживать нашей семьей вместе с грудничком на даче у наших родителей, которая больше пригодна для летнего проживания. Но в связи с тем, что данная квартира была приобретена нами в ипотеку, у нас просто физически не хватает денежных средств, чтобы снимать квартиру в городе, поэтому мы вынуждены жить на садовом участке. Кто может снимать жилье в городе? Валентина Теплова и не думала, что, выйдя на пенсию, останется без крыши над головой.
Снимаю жилье. Я не замужем, у меня никого нет. Ждем и ждем. То ли момент смерти ждем, то ли момент сдачи этого дома. И все. Жилой комплекс Лимонарий официально все же не входит в список долгостроев. Озвучен ответ. Объект могут сдать до конца года. Лимонарий на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены. Ведется техническая работа с силами ФА-водоканала. Это приемка технических работ по водопроводной трубе, промывка и устранение замечаний по колодцам. Планируем, что в конце октября будет заключение строительного надзора, и в ноябре муниципалитет города Уфа выдаст старший навод, и граждане смогут до конца года получить документы на свою квартиру. Судьбу людей, которые не могут получить жилье в недостроенных домах, на неделе обсуждали в Центре управления республикой. На брифинге, например, прояснили ситуацию с дольщиками жилого комплекса «Московский». Возбуждено несколько уголовных дел. За достройку взялась компания «Садовое кольцо». Взамен получила бы компенсационные участки. Но город посчитал нецелесообразным такой обмен. Учитывая то удорожание строительных материалов, когда мы понимаем, что мы на квадрате сейчас плюс 30%, мы понимаем, что такую сумму затрат просто невозможно найти. Такой земельный участок просто нету. Мы, к сожалению, не Москва, где каждый гектар стоит 500-600 миллионов. У нас цена гораздо ниже. Соответственно, мы посчитали, гектар в Уфе, в принципе, стоит где-то в среднем 50 миллионов рублей. То есть, если сумма завершения порядка 2 миллиардов, то нам надо найти 40 гектаров. Таких свободных площадей просто в Уфе нету. Поэтому мы договорились с федеральным фондом, направили все необходимые документы. В ноябре планируют начать процедуру банкротства, которая, по словам специалистов, необходима, чтобы передать объект республиканскому фонду. Специалисты подсчитают, что лучше – выплатить компенсации или достроить объект. Средства на защиту прав дольщиков в фонде зарезервированы. Есть и прецедент, причем у нас, в Уфе. Защита действительно усилилась. У нас уже есть один прецедент, когда выплатили компенсацию дольщикам через Сбербанк. Это дольщики на улице Шата-Руставели, когда были вынуждены отменить разрешение на строительство, и застройщик отказался от застраивания дома, который планировался во дворе многоэтажек, уже существующих домов. Других прецедентов пока не было, но я пока с точной уверенностью могу сказать, что эскроу-счета, они действительно работают. Сейчас в Башкортостане, по официальным данным, 116 долгостроев. В реестре около 7 тысяч пострадавших. На брифинге заявили, до конца 2023 года в Башкортостане не должно остаться обманутых дольщиков. Люди должны получить или свои квартиры, или денежную компенсацию в соответствии с актуальной среднерыночной ценой за квадратный метр. Достроить же в этом году в Башкортостане обещают 9 проблемных объектов. Лилия Курбанова, Гульнас Хайбуллина, Булат Садреев, Ринат Кашапов. Итоги недели. Уфа на 2 недели стала столицей российских шахмат. Здесь прошел суперфинал чемпионата страны. Сильнейшие спортсмены собрались вместе, чтобы выявить лучшего в открытом турнире. Открытым, потому что впервые в истории в соревновании среди мужчин выступила девушка. Чемпионат в Уфе проходил в рамках программы «Шахматы в музеях». Продолжая традицию суперфиналов, турнир принял музей имени Нестерова. Так кто они, новые чемпионы страны, и удалось ли Александре Горячкиной отобрать титул сильнейшего представителя противоположного пола? Узнаем из следующего сюжета. Лучшие мужчины-шахматисты друг против друга за одним столом в борьбе за звание сильнейшего в России. Так было всегда, уже 74 раза. Но в этом году Александра Горячкина бросила вызов гроссмейстерам. Для этого ей пришлось пробиться из высшей лиги, где она заняла 3-е место. Очень тяжело в таких турнирах без подготовки перед турниром, а я просто так приехала посмотреть на людей, себя показать. В мужском и в женском турнире за победу боролись по 12 человек. Все сильнейшие шахматисты страны со своим неповторимым стилем игры. Аж 5. Ой, что такое, Дима? Что творишь? Пешку отдал просто. Дмитрий Андрейкин – двукратный чемпион России и чемпион Европы по блицу, один из самых непростых соперников. Специалисты отмечают, что его действия за доской трудно предугадать. Сегодня все утро как-то вертелся в голове Маяковский, лучше уж от водки умереть, чем от скуки, да. Ну и как-то я, причем когда сегодня увидел дебют, я почему-то думал, что мы опять будем умирать от скуки все 5 часов. Но вот сегодня повезло, может как-то завтра будет настроение получше.
Бег, планка, упражнения на велотренажере. Так начинает свое утро 84-летний Борис Постовский. А привычкам легенда шахматного мира не изменяет никогда. Он единственный специалист планеты, кому удалось в разные годы тренировать сборные России и США. Многократный олимпийский чемпион и победитель чемпионатов мира. На суперфинале в Уфе Постовский выступает в качестве главного арбитра. Специально для этого он прилетел из Соединенных Штатов Америки, где живет в последнее время. Вот, вы увидите, какие шикарные условия. Можно слышать, как комар пролетит или муха жужжит. Абсолютная тишина, идеальные условия, идеальное питание, размещение. То есть все, что нужно шахматистам, здесь все есть. Перед началом поединков судья проверял спортсменов металлоискателем, чтобы никто из них не пронес в зал микрофоны или гаджеты. Нередкие случаи читерства все-таки. Была история, что девочки в туалете нашли телефон у полячки, но это что-то из ряда вон выходящее. Поэтому проверка очень нужна и важна. Внимание! Пустить часы белых. Случалось, что партии на турнире растягивались на 6 часов. Спортсменам разрешалось выходить в комнату отдыха, собраться с мыслями и перекусить. Уфа принимала турнир по шахматам такого уровня впервые в своей истории. На сегодняшний день в Башкортостане этим видом спорта занимаются 17 тысяч человек. Это все благодаря инициативе нашего главы республики Ради Фаритовича, который в 2018 году инициировал эту программу, называется «Взлетай», где модуль есть «Научись играть в шахматы». На сегодняшний день это порядка 300 школ в Республике Башкортостан, организованы кружки и секции. Это все под кураторством Министерства образования и науки Республики Башкортостан. Вот я вас сейчас буквально за секунду научу говорить на башкирском языке. Произнесите мне на башкирском языке название Уфы. Для этого нужно сложить губы трубочкой и сказать «Уфы». В свой единственный выходной спортсмены успели познакомиться с городом. В экскурсии приняли участие гроссмейстеры и комментаторы чемпионата. Во-первых, я обращаю внимание на то, зеленый город или нет. То есть мне нравится зеленый, мне нравится, когда есть места, где можно погулять. И в этом плане здесь мы окружены, по сути, парковыми зонами. Тут я гуляла вниз до парка Ленина, по Софьюшкиной аллее уже прошлась, до набережной. Помимо почетного звания, шахматисты разыграли и солидный призовой фонд. Он составил 11 миллионов рублей. По итогам всех туров у женщин победительницей суперфинала стала Валентина Гунина из Москвы. Для нее этот титул 4-й в карьере. Я, естественно, очень довольна. Но последняя партия была очень такая нервная, потому что всегда смешно, когда готовишь другое, да, соперник играет совершенно новое, что никогда в жизни не играла. Среди мужчин с 15-й попытки впервые чемпионом суперфинала стал Никита Витюгов из Санкт-Петербурга, набравший 7 баллов. Александра Горячкина заняла 10-е место. Юлия Паршина, Владислав Минязев, Ренат Кашапов и Айдар Шарипов. Итоги недели. На этом все. Сразу после смотрите специальный репортаж Эмилии Тимашева. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.